Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Спортивный канал КТРК Спорт продолжает вещание передачи «Арена». Меня зовут Алмаз Раимжанов. Я рад вас приветствовать. В хронологии событий чуть позже мы вам расскажем, кто стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии и при этом не сыграв ни одной минуты. Ну и также мы расскажем об именитом бразильце с испанским паспортом Диего Коста. Мы тоже коснемся его биографии, об этом чуть позже. Султан Мирбеков нам подготовил очень интересный сюжет. Ну а пока разрешите познакомить с нашими гостями. У нас сегодня в гостях футболисты. Совсем скоро наша национальная сборная сыграет 10 числа, если я не ошибаюсь, сыграет свой матч со сборной Мьянмы. И в том числе мы пообсуждаем предстоящую игру против этой сборной. А в гостях у нас Азиз Кельдияров, наш футболист, который выступает за футбольный клуб «Алга», за столичный клуб, и также его одноклубник Эммануэль Асей. Здравствуйте, ребята. Good evening. How are you? I'm good, and you? I'm also very good, thank you. Сегодня мы будем разговаривать с Эммануэлем Асеем на английском языке и максимально попытаюсь перевести весь наш диалог и просто узнать, да, что чувствует вообще иностранный футболист в Кыргызстане, потому что для иностранца не просто приехать играть в футбол, а просто ознакомление совсем другой культурой, да, которая отличается, восточная, наша азиатская, кыргызская культура, и как он с ней, так сказать, как он вжился, как он играет в футбол, это все нам сегодня расскажет Эммануэль. Ну а пока, Азиз, как у вас дела? Спасибо, все хорошо, потихонечку. Азиз, мы знаем, что вы успели поиграть и в России, сейчас играете в Кыргызстане. Можно нам подробнее рассказать про свою, так сказать, карьеру футболиста, как вообще все начиналось, кто привил футбол маленькому Азизу, и как так получилось, то, что это стало вашей профессией? Ну, я не знаю, я сам полюбил этот вид спорта с детства, прям играл во дворе каждый день. Сейчас обычно родители начинают Да, отдавать заставляю, на да, плавание. самое главное, не а у вас заставлять как? ребенка. Вот. Ну, я сам по желанию захотел в футбол пойти, все. Первый раз я помню, то я же здесь в Бишкеке же жил и учился здесь до 2 класса. Так. Я помню, я хотел записаться на футбол, и у папы попросил 30 сомов. Занятие было в месяц в школе. Наш... Можно для точности, это примерно какой год, чтобы мы просто знали? Блин, я уже 2000. 2000, я не помню, короче, уже давно это было, да, мне было 8, что ли, 8, в 1 классе учился. Захотел на футбол, все, записался. Первый месяц заплатил, все, потом остальные как бы нормально, бесплатно. Отлично. Ну, а дальше уже А дальше всё уже серьезно все, пошло? да, все серьезно. В Алге был, в Алге, в детско-юношеской школе. Потом, получается, уехал в Россию, и вот в России закончил. Давайте вспомним первого тренера, который вас тренировал. Уже не Здесь, в помните? Кыргызстане, имя забыл, он физрук был наш. Я имя забыл, ясно. давно это было. Такой же давайте вопрос зададим нашему гостю Эммануэлю Асею и узнаем, как вообще начиналась у него карьера и откуда он вообще родом. Эммануэль, can you tell about yourself? From which country you come to Kyrgyzstan and about your sport biography? Okay. First of all, I'd like to give thanks to those who are watching us now. My name is Emmanuel Osei, a footballer from Ghana. Эммануэль Асей, он приехал к нам из Ганы. I'm a national team player for Ghana. I have played national under 17, under 20, 23 for Ghana. Он играл за национальную сборную Ганы. Эммануэль Асей, возраст, я так понимаю, юношеский до 12 лет, до 17 лет выступал за сборную Гана. And I quite remember my first national call-up was 2011 under 17. We travel and play 4 nation tournament in Côte d'Ivoire, and we was champions. So I was very, very happy. It was the cup? Yeah, 4 nation tournament. Ghana, Gabon, Tunisia. In African Côte d'Ivoire. continent. Yeah. Первые соревнования
такие серьезные соревнования в своей карьере провел в возрасте 17 лет. Он, как я уже сказал, выступал за сборную Ганы, Эммануэль Ассей. Ну и you win this cup? Это был, так сказать, межконтинентальный Кубок Африки, где участвовали сборной Кот-д'Ивуара, сборной Ганы, ну и других африканских стран. Я думаю, наши кыргызстанцы прекрасно знают. Уже футбольно у нас уже благодаря трансляциям очень образованные зрители, я думаю, знают, о чем идет речь. Все африканские континенты, самые сильные сборные начинают встречаться между собой. And you win. И они стали победителями в возрасте 17 лет, чемпионами в Африке. And? It was an important moment for me because it was my first collab for a national team. So это было самое важное спортивное событие, которое происходило в моей жизни, говорит Ассей. И and from our national team, in Ghana, I play a premiership in Ghana. My first club was Wa All Stars in Ghana. Second club was Liberty Professionals, and third club was. It's your football club. Yeah. The Ghana. Name of your club? First was Wa All Stars. Wa Ostas. Wa Ostas, первый футбольный клуб, за который играл Ассей. And second club was Liberty Professionals. Liberty Professionals, это уже второй спортивный футбольный клуб. It's all clubs play in Super League. In Super League. Ghana, все клубы, за которые выступал Эммануэль Ассей, они играли только в высшей лиге. And Ashgold. Ashanti Gold Professional, May I ask you, я хочу спросить у Эммануэля Ассея, почему он в столь юном возрасте менял свои клубы очень часто. Can you tell me, Emmanuel, why you in your young years in football career you change often your club? Yeah, it's important to change clubs. You know, maybe you are here, you are champion. You think you are champion here, and you have to change club and see if you can continue to score goals or continue to do like what you are doing before. That's why I changed clubs. And it was better for your career? Yes, of course. Для того, чтобы почувствовать, Эммануэль менял свои клубы для того, чтобы прогрессировать, ну и because any team that I moved to is more ahead than what I was playing. Wow Stars and Liberty was ahead, and from Liberty to Ashgold was ahead. From Ashgold to Kotoko also was ahead. Каждый клуб, за который он выступал, были сильнее, чем другие клубы предыдущие. То есть он очень сильно хотел, чтобы карьера росла вверх. So from there, one agent contacted me through Facebook. He's in Facebook. Yeah, his name is Martinov. And so he watched my videos on YouTube. So he contacted me that he want to. It's something look like agent. Yeah, agent. Yeah. He's Russian. So he contacted me through Facebook that he want me to come to Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? Yeah. To us country? Yeah, so he told me he have a good relationship with Dordoy. So he told me that he want me to come and play AFC for Dordoy. Is it last season? So last season I was in Dordoy. Отлично. В итоге выясняется, что российский агент пригласил специально, просмотрев видеоролики в YouTube, посмотрев игры нашего героя Эммануэля Ассея, решил уже, сделал предложение официально и, так сказать, переманил уже в наш чемпионат. Совсем скоро я хочу просто узнать, какая денежная сумма и какие примерно зарплаты получают, скажем, в африканском чемпионате и
какие, так скажем, параллели, какое преимущество было, когда он уже переехал в наш, уже в кыргызскую премьер-лигу. И также узнаем про карьеру Азиза Кельдиярова и узнаем и получим ответ, почему он не остался в России, а приехал к нам в Кыргызстан. Ну, Азиз, можно будет немного рассказать нам про вашу карьеру в России. Почему не остались в России? Прямой такой вопрос вам. Почему? Ну, не знаю, мне больше в Кыргызстане понравилось. Я же как бы, ну, вырос же в России, а потом, как меня первый раз пригласили сюда в 2015 году, есть такой, ну, футболист известный, Руслан Сыдыков, знаете, да? Да, конечно. Руслан Сыдыков. Он меня увидел в Москве, ну, мы вместе играли, ну, и пригласил сюда, в Дордой. Я приехал в Дордой на просмотр. В 2015 это было. Все, я, ну, вроде подошел, оставили. Все, после этого мне, ну, в Кыргызстане нравится сейчас все. Ну, если быть, положа руку на сердце, если сказать честно, то, ну, в России это, понятно, больше перспектив, конечно, в больше, сравнении. ну, там конкуренция сильная в России, тяжело выбиться без, я не знаю, без связи, без агентов. Там везде нужно через знакомых. Ну, и так же, как и, в принципе, и у нас выясняется. Да, ну, здесь как бы, ну, не так, как в России, да? В России очень тяжело. Ясно. Эммануэль, about weather. Хочу узнать, что с погодными условиями. Понятно, что африканский континент, это, все мы знаем, Африка, очень тепло, нету зимы. И как интересно обходится в Центральной Азии, в Кыргызстане, тем более на северной части нашей страны. Emmanuel, what can you tell about weather in Africa? It's very warm, and in Kyrgyzstan it's not so warm, look like in Russia, but in winter we have it's cold. Yes, I remember my first time in Kyrgyzstan. It was terrible for me. The weather was so cold, and it was my first time too. Первый раз, когда я приехал в Кыргызстан, для меня это было очень тяжело, потому что было очень холодно. And yeah, it was very difficult for me to play like training under that weather. Для меня очень было тяжеловато тренироваться, потому что влияла все-таки погода. By the way, what can you tell about adaptation? What can you tell about football in Kyrgyzstan? One thing I know is we have football languages. Like normally I don't understand Russian, but some actions that my coach and my colleagues did, it showed me what they want me to do. Конечно, у нас есть свой футбольный язык. Я в первое время языка русского не знал вообще, но при этом есть базовые вещи, на котором мы разговариваем, и тренер, и игроки, мы в первое время разговаривали футбольным языком. And I'm lucky because my colleagues and my coaches, anybody is interested in me, like they like me and we play together, so it makes me feel like it was a friendly team in Dordo. We are friendly, we joke, we do everything together, so I don't find things difficult. I see it like I'm in Ghana. Адаптация прошла. Что касается таких вот психологических моментов, у меня был полноценный, так сказать, домашний уют, то была очень хорошая дружеская атмосфера. Сейчас он рассказывает вот про Дордой. Меня очень много поддерживали, и в принципе я ощущал себя так, как будто я нахожусь в Гане у себя дома. And about the food. О еде. Yeah. About the food, everything is okay. It's like Ghana. In first time, you remember your first food? What do you eat? Your first food in? No, it's macaroni. Я спросил, первая еда, которую он попробовал, здесь у нас макароны. Yeah. Макароны. And I normally eat some in Ghana, so when I meet it here. You also have macaroni? Yeah. It's almost food that we have in Ghana. We can get some here.
so it's not difficult for me to eat here. It's normal. Some foods is the same, yeah? Некоторые блюда очень похожи. Вот видите, в Африке тоже едят макароны, как у нас. What can you tell the foods, the same foods look like in Africa? Yeah, it's, we have rice. Yeah, rice. Yeah, and Only rice. no, Only rice. no, imanka, right? Imanka. Манка, Oh, да. Manka. Yes, yes, yeah, yes, manka, yes, yeah. yeah. We With have- milk or Yes, yes, with milk. манная yeah. каша, да, тоже есть Yeah. в Африке. He only sleep you, yeah? And we have potatoes also, so it's not difficult for me. We Kyrgyz peoples, we very like meat. Meat. Yeah, beshparmak. You know about that? Yeah. Nationality food. Yeah. Because I remember yesterday I went some place with this guy. He bought me some kebab, and I was really happy to enjoy. Отлично. Рассказывать про тоже вот взаимоотношения. И я так понимаю, Азиз, вы угостили да, друга кебабом. Сами сделали или просто купили? Ясно. Просто сводил его в место, где хорошо готовят. Азиз, можете примерно рассказать вообще, что значит для профессионального футболиста взять и поменять обстановку и приехать просто-напросто, так сказать, в чужую страну? С чем это вообще сравнимо? Какие вещи могут сказаться положительно, а какие вещи могут вообще повлиять, так сказать, на карьеру футболиста? Вот как вы считаете? Ну, я не знаю, как бы для меня не сложно было в Кыргызстане, как бы я же родом отсюда, как бы вырос как бы в России, но здесь не тяжело было, я сразу же как бы адаптировался нормально. А когда переехали в Россию, там? Ну, вначале тяжело было, все русские, я один черненький, узкоглазенький. Тяжело было. А для нас вы, нормально, кстати, как бы. светлые. Посредине. Да, здесь-то да, ну в России я как бы выделялся, как бы, ну, один кыргыз, все русские, и в школе, и в команде, и везде. Ну, вначале тяжело было, потом нормально все как бы со временем. А что касается каких-то вот футбольных вот моментов, чем-то должен, они же понимали, что, допустим, там за их команду играет там Азиз Кильдияров, не условно там Сергей Вячеславович, да, или Петров, а играет Азиз Кильдияров. Наверное, и фамилию-то Кильдияров им тяжело было произносить. Как вот они относятся вообще к гражданам, даже с российским паспортом, но при этом, так скажем, которые, ну, Не похож. да, не похожи, да, совсем на Да местных. нет, они нормально относятся, как бы никто не обделяет. Главное быть нормальным человеком, я думаю, если будешь хорошим человеком, я думаю, везде будет все хорошо. Отлично. Ну и еще несколько вопросов по поводу нашей национальной сборной. Совсем скоро наша сборная, я напоминаю, будет 10 числа играть со сборной Мьянмы. В двух словах, что значит для футболиста играть за национальную сборную и играли ли вы за юношескую сборную? Нет, я не играл ни за какую юношескую сборную. А я думаю, ну для каждого футболиста честь, наверное, за свою сборную играть, как бы за свою страну, как бы за свою страну, да? Какие вообще, как вообще, допустим, происходит этот процесс? Как попасть в сборную? Да, когда приглашают просто, это же не просто составились там список из 50 футболистов и начали выбирать, отсеивать. Как обычно просматривают там футболистов? Тренер сборной же видит, кто как играет, там, я не знаю, здесь в Кыргызстане. Он смотрит, наблюдает за каждым футболистом. И я не знаю, кто выделяется, кто хорошо играет, наверное, тех и приглашают. А вот в социальных сетях иногда бывает, что говорят, приглашают чаще всего только вот из нескольких клубов, не смотрят на все клубы объективно. Ну, просто есть мнение, так сказать, болельщиков. Вот вы как Не к знаю, этому не мне относитесь? судить, наверное, тренеру виднее, кого вызывать. Он, наверное, знает, кто как играет. Кто ему, наверное, нравится. Не то, что нравится, а кто выделяется, кто сильнее, тех и вызывает, наверное, сборную.
А то, что пишут, я не знаю, они же много, Написать, много чего понятно, пишут, да, много что могут написать. А как относитесь к критике в социальных сетях? Потому что часто сейчас такое происходит, что Я и в вообще Инстаграм, и в Фейсбуке есть так называемые люди, которые могут просто Да. покритиковать. Вот, Ну, Тади Скильяров сегодня забивала, вчера вот не забил. Я внимания не обращаю. Самое главное, слушаю своих близких. А если критика, так скажем, обоснованная, конструктивная? Просто не обращаю внимания. Просто не обращайте Да, внимания. да. Отлично. Пускай пишут, что хотят. Самое сложное в карьере футболиста? Самое ну, сложное. Ну, травма, мне кажется, травма. Самое сложное для каждого профессионального футболиста, мне кажется, это травма. Получить травму, после него тяжело. Ну, смотря какую, самое главное, тяжело это травма, мне кажется. Ясно. Эммануэль, спасибо, Азиз. Эммануэль, what can you tell about, we speak about food, мы уже поговорили про кухню, we know now about African foods. What can you tell about Kyrgyz football? Your feeling when you come to Kyrgyzstan in first time and you see Dordoy, you see other clubs, you see how play football players, and what about your feeling about Kyrgyz football? Спросил его впечатление про кыргызский футбол, когда он только-только вот приехал к нам в страну. Compared to my country, definitely one or two things is different from my country and here. But in all, I say it's good. It's good because you see other players have good technique. And In Kyrgyzstan? yeah, in Kyrgyz. With good technique? Yes, you see others have. I'm sorry, I must ask you. You mean it's just one or two clubs, or you mean about all clubs? No, not have? just one or two. You know, I have played with different clubs, and definitely you will see other guys. Эммануэль очень, так скажем, положительно отзывается о нашем чемпионате и говорит, что здесь очень много техничных футболистов. Ну вот, и он это, кстати говоря, имеет в виду не только про несколько больших грандов футбола, Дордар Дешата, а говорит практически про все клубы. And good technical football players. Yes, because for example, you remember AFC that Kyrgyzstan play. You see, they do good there. So it means the league is yeah. You mean Kyrgyzstan match and Tajikistan? Yeah, and not that much alone. I think Kyrgyzstan is lose 1-0, yeah, or no, 1-0 but они you проиграли. see, you see the game was nice, and I can't remember one match. Is it referee did something? That's why Kyrgyz did not win that match. I forget that match. And you see, In Cup of Asia? yes, It was last match. Yes. Эммануэль говорит о том, что сборная, то, что футболисты техничные, то, что сборная сейчас с Таджикистаном сыграла, пусть и проиграла, но сыграла на уровне, сыграла очень хорошо, имеет в виду Асель. И также он привел в качестве примера последнюю игру на Кубке Азии, где наши футболисты проиграли Саудовской Аравии, если я не ошибаюсь. And one thing I have to say is the federation need to motivate other guys. Like I remember when you be a goal king, there is no any good gift for you. I remember my country when you be a goal king, we give you a car, but here goal king nothing. So it's not good. They need to do something that is to boost our energy so that we can train and fight hard, because you know when you be a goal king you will get a good prize or you will get something like this, but when you play league without goal king, without any good offer, it's not good. So they need to do more about it. Мы всегда должны очень много работать, он имеет в виду вообще профессию футболистов, что
постоянно нужно быть в форме, работать. And you play in Dordoy. And can I ask you why you changed the club? Почему он все-таки сменил футбольный клуб Дордой на Алгу? Yeah, it was a personal decision. Because one or two things was not right for me. So we sit down and we talk and we cancel the contract. Yeah. You not play so much in... It's not like that. It's not like that. It's a different issue. Yeah, it's a personal issue. Okay. Yeah. Окей. Были такие личные, так скажем, мотивы у Эммануэля Эссея, почему он решил сменить клуб, об этом он нам не захотел рассказать, но вот сейчас он перешел, разорвав контракт с Дордоем, и теперь уже играет за другой столичный клуб Алга. Okay, Emmanuel, and also I want to know what tell your relatives how you live here without your friends. I know it's Aziz or your friends, Kyrgyz friends, your club friends can be very good, but it's not your relatives, it's not your parents, it's not your brother, it's not your sister. How you do with this? Как он обходится с моментом, играя за рубежом? Все-таки, наверное, скучает по родным и родственникам. Давайте узнаем сейчас немного. Yeah, sometimes it's difficult, and I really miss my family because something that I will do, like I will do with my family. I came here alone, so I miss playing with my family. After training, I always be in home with them, and I have one baby. Oh, you married? Yes, and I have one baby. Он очень, Эммануэль, скучает по своей семье. После каждой тренировки, как только есть возможность, он разговаривает и общается со своей семьей. И у него есть, он женат, у него есть ребенок. So after training, I used to play with her, but now she's not here with me. That only thing make me remember my country. But apart from that, I'm okay because I have some Ghanaian brothers here. So some your brothers here? Yeah, they from Ghana. Other brothers from Ghana here. So what he do here? They also are footballers. Oh, he also play football. Yeah. So normally we meet together and we. It's your own brother. No, not my brothers. Like we came from Ghana. Okay, I understand. Ну, в общем, я думаю, те, кто знает английский, поняли хорошо. Скучает по семье, конечно, скучает по ребенку. И также здесь, в Бишкеке, в других футбольных клубах играют его земляки вот, из Ганы. Ну и вот с ними он общается, понятное дело, проводит уже какое-то время и таким образом хоть как-то, так скажем, утоляет вот этот вот момент с семьей. Окей. Азиз, несколько слов и о зарубежном чемпионате. Так, прежде всего, забыл спросить про сборную. Какие шансы выиграть сборную Мьянмы? Все-таки ответственная игра, первый матч уже проиграли, здесь все-таки нужно как кровь из носа брать 3 очка. Да, я думаю, сборная Кыргызстана без проблем, наверное, обыграет Мьянму. А вы, наверное, практически со всеми знакомы, со многими играете. Кого можете отметить? 3-4 футболистов ключевых, от которых просто невозможно представить нашу сборную. Да, я думаю, все игроки важны. Все 11, все сколько там заявки есть. И никого не могу выделить, да, все. Кто попадает в сборную, это уже игрок сборной, все сильные. Никого не могу выделить. Но есть же все-таки пару ключевых игроков, без которых, наверное, просто невозможно представить. Да я не знаю, даже не могу сказать насчет этого. Ну, наверное, здесь просто не хочет персонально кого-то обидеть, да, я так понимаю? Да, я говорю, все игроки сборной, все сильные, как бы там. Отлично. Ну, примерный счет, может, потом вспомним. Думаю, 2-0 сборная Кыргызстана выиграет Мьянму. И не пропустят. И несмотря на то, что у нас все-таки есть небольшие проблемы в обороне, об этом показала игра со сборной Таджикистана, что немного команда утратила, не то чтобы уверенность, а, по-моему, помните, да, игру очень много было таких технических ошибок, выход из обороны в атаку, и вот
чаще всего именно, по-моему, полузащитники с защитой, да, часто ошибались. Не думаете, что могут пропустить? Да не, я думаю, оборона сыграет на 0. Буду болеть за это, за свою А сборную. сколько в этом сезоне вы забили мячей? 4 вроде. 4 мяча. Ну, я только вот, да, второй круг проехал. На второй 4 круг. мяча забил Азиз. По версии Азиза, против кого самое тяжело играть? У кого самая такая непробиваемая такая? Оборона? Да. Да против всех команд тяжело играть. Ну, я думаю, самое тяжело это, наверное, против Дордоя мне, вот, для меня. Ясно. И еще, какие чемпионаты мы смотрим в свободное время? Да, Самый я- любимый чемпионат. Английский, наверное. Английский, Английский? испанский, да. About international football, your best football club. Любимый футбольный клуб Эммануэля Сея. Yeah, Arsenal. Arsenal. Yeah. Okay. And you also like English Premier League. Yes, yes, of course. How you think? Can we tell that Liverpool is champions? Можем ли мы уже говорить о том, что Ливерпуль чемпионы? Yeah? Yes, yes, yes. You think yes? Yeah, And yeah. Man City? Yeah, Man City also is a good club, but now league table, Liverpool is on top, so definitely they are the best. По версии Эммануэля, все-таки чемпионом станет, скорее всего, Ливерпуль, несмотря на то, что у Манчестер Сити есть очень много хороших игроков. Мы решили пообсуждать именно чемпионат Англии, потому что мы транслируем чемпионат Англии. И по версии наших болельщиков и кыргызстанцев, любителей футбола, именно хотели почему-то английскую премьер-лигу. Азиз, почему английская премьер-лига настолько интересна? Буквально в двух словах. Я хотел сказать насчет этого. То, что Ливерпуль, он говорит, станет чемпионом, я не согласен с ним. Да? Весь сезон еще впереди. Я думаю, Сити станет чемпионом. Улыбается Эммануэль, так, как будто он... You understand, yeah, what he tell, yeah. Он понимает. А, А насчет вашего вопроса, блин, я думаю, самый сильный чемпионат это английский, наверное. Из-за этого все люди любят. Там до конца играют, я не знаю, могут на 95-й такой непредсказуемый чемпионат. На 95-й минуте забить, там до конца играют. У нас такое борются. бывает в чемпионате, что вот на 95-й, 3-й вот забили, сыграли Да, в ничью. вот позавчера Карабалтас Нефчи же играли же, это наш конкурент, прямой конкурент за 3-е место. Мы сейчас боремся. Мы, Алгай, Альбирс и Абдшата. Я смотрел матч, они с Карабалтой играли. Счет был 1-1. И на 93-й минуте Нефчи забила и вырвала победу. То есть такие интриги тоже бывают бывает, у нас. да. Вот почему, возможно, Ливерпуль станет чемпионом. Мы с вами посмотрели, но Азиз все-таки не согласен. Но, с одной стороны, я понимаю, что имеет в виду Азиз. Все-таки Ливерпуль — это клуб, который вот-вот, казалось бы, что они станут чемпионами, но всегда в последний момент могли упустить. Так что Англия, действительно, как сказал Азиз, это большая непредсказуемость. Так что посмотрим. Смотрите все матчи в прямом эфире на нашем канале КТРК Спорт. И что касается футболистов, которые приезжают из Африки в Англию, очень выносливые. Да и вообще, по-моему, нет невыносливого африканского футболиста. Вот сейчас мы узнаем секрет, узнаем, почему они такие выносливые. Why football players, all football players from Africa, they have very good physical and very good stamina. One thing I know is, Africa, we have a different body, and you have Europeans, some of Europeans have a different body. Asians also have a different body. So it's natural, not training, or someone is training, others is not training, it's natural. Эммануэль рассказывает, что так же, как и во многих странах, так же, как и везде, Африка ничем не отличается. Там тоже люди имеют разные тела. You know, marathons, one of the best in the world, it's marathons from Africa. One of best, very good players, also from Africa, with very good stamina. Maybe you have something with genetic? I don't know that. I said it's a natural, it's God who did that. Maybe. It's talent. Yeah, it's talent, Yeah.
Ну, тут тоже ситуация не обходится без, так скажем, такого Всевышнего дара. Это и природное, и где-то талант, говорит Эммануэль. Окей, ну, у нас остается совсем немного времени до конца нашего эфира, и в конце эфира у нас по традиции есть возможность передать привет родным, близким, друзьям, одноклубникам. Азиз, вам слово. Да я даже не знаю, ну, всем привет передаю, кто меня знает, все. А кому успели сказать, посмотреть? Да у меня особо-то здесь, в Кыргызстане, мои родные, ну, в Москве живут, которые мои родные, самые близкие. А здесь родственники только, ну, еще никому не успел сказать, просто времени не было. Ясно, ясно. Emmanuel, you can tell your big hello for your friends, Африка, привет. maybe for your family, Oh, okay. and But one thing I have to say is it 2 days ago we played league match and yeah. we won it. I want to thank all my colleagues because the match was difficult and You play with... with Alai, right? Alga Против кого Alai. вы играли Алай, 2 дня Алай. назад? Yeah. Вчера против Алая. Вчера играли. Да. Вчера был футбольный матч, очередной матч Кыргызской премьер-лиги. Мы играли против Алая. Мы выиграли. We And, thank supporters, they come and cheer us and we was very happy to see them and we say we will keep on fight hard for them and I wish Kyrgyzstan national team good luck. I know they have match, is it this month, so I wish them good luck. Я хочу пожелать всем игрокам национальной сборной Кыргызстана удачи в предстоящем матче. Окей, thank you. Thank you for you, Эммануэль. you У нас too. сегодня в гостях был бывший игрок национальной сборной Ганы и игрок футбольного клуба Алга Эммануэль Асей и Азиз Кельдяров. Вам спасибо. А мы пожелаем удачи нашим футболистам в предстоящей игре и также пожелаем удачи всем нашим футбольным клубам. Для нас каждый клуб очень дорог. Мы, болельщики, переживаем не только за несколько клубов. Я лично всегда переживаю за все клубы. И хочется, чтобы наши футбольные клубы, наша футбольная страна, дай бог, чтобы развивалась из года в год, и чтобы приезжали такие замечательные футболисты, как Эммануэль и Азиз Кельдяров. Вам еще раз спасибо. Вам за внимание, дорогие друзья. Спасибо коллегам за работу. Всем приятного отдыха и хорошего настроения.